Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия» с главными событиями дня. В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в программе. Главный мусульманский праздник Курбан-Байрам. В Мекке опять сотни жертв среди паломников, а Центральная Азия празднует в условиях девальвации национальных валют. До выборов в парламент Кыргызстана меньше 10 дней. Между тем, в стране в открытую говорят о торговле будущими депутатскими мандатами. А потом некоторые предлагали в первой десятке, но от 180 тысяч долларов. Как азербайджанский военный уральский совхоз возродил. Единственный трезвый мужчина на 200 километров вокруг. Хватит, не надо, колесо потом трезвый будет и придете. Все, ребята. Врачи России прогнозируют тысячи смертей. Правительство страны вводит новые антисанкции, запрет на импорт западного медоборудования. Вся медицинская промышленность должна быть основана не на ура-патриотизме, и не на квасном патриотизме. Король страусов. Особенности национального страусоводства в Кыргызстане. У них сильные ноги. Могут пнуть и сломать что-нибудь. Мусульманский мир отмечает свой главный праздник Курбан-Байрам. Он будет длиться 3 дня. В этом году даты выпали на 24, 25 и 26 сентября. Исполнение обрядов хаджа, ежегодного паломничества к святым местам в Мекке и ее окрестностях, началось во вторник. Для совершения хаджа в Саудовскую Аравию прибыли 2 миллиона паломников. Хадж – это один из 5 столпов ислама, который каждый мусульманин должен совершить хотя бы раз в жизни. К сожалению, в этом году снова не обошлось без трагедии. Вблизи Мекки, в городе Мина, произошла массовая давка среди паломников, передает государственное телевидение Саудовской Аравии. Число погибших достигло более 700 человек. Количество раненых также достигает более 700. Саудовские власти сообщают, что на помощь пострадавшим отправлены 4000 спасателей и более 220 машин скорой помощи. На фотографиях агентства Рейтер вы видите, как выглядит место трагедии. Она произошла во время выполнения ритуала побивания камнями дьявола. До последнего времени он считался наиболее опасным из всех обрядов хаджа, потому что камни нередко попадали в самих паломников, которых здесь всегда огромное количество. Подобные трагедии во время паломничества становятся традиционными. Ежегодно во время хаджа в Саудовской Аравии гибнет несколько сотен человек. В Центральной Азии празднование Курбан-Байрама проходит без происшествий. В Алма-Ате верующие собрались на утреннюю молитву в новой мечети города. А в Бишкеке они прошлись по главной площади кыргызской столицы. Эти дни в обеих республиках объявлены выходными. В Ташкенте главный исламский праздник имеет свои особенности. Там самым пышным образом отмечают Келин-Салам, что в переводе означает «поклон невестки». В этот день принято ходить в гости к семьям, где недавно прошла свадьба. Родственники, друзья и соседи приходят посмотреть на самую молодую невестку. Она демонстрирует свои навыки хозяйки, угощает чаем, отдает поклоны и дарит детям подарки. Это давняя традиция. В основном сегодня она сохраняется в старой части Ташкента. О том, как празднуют Курбан-Байрам в Таджикистане, нам рассказал наш корреспондент Анушервон Арипов. Анушервон, здравствуйте. Что интересного происходит у вас в эти праздничные дни? Здравствуйте, Динара. Да, праздник жертвоприношения Иди-Курбон отмечают уже второй день. Жители страны ходят на кладбище, молятся за усопших, раздают милостыню и еду. В эти дни нельзя скупиться на угощения, необходимо обязательно накормить бедных и голодных. Это делают также во избежание всевозможных несчастий и болезней в семьях. Те, кто может себе это позволить, приносят в жертву овцу, козу или корову. Большую часть мяса принято раздавать соседям, которые не проводили ритуала. Поход в гости – обязательная часть праздника. Считается, что чем больше человек придет к мусульманину в эти дни домой и разделит с ним еду, тем выше будет его заслуга перед Аллахом. В первую очередь гостям подают еду, приготовленную из жертвенного мяса. Обычно это наваристая шурпа. Это делается, чтобы все, кто сидит за дастарханом, приобщились к жертвоприношению. В эти дни нужно посетить своих родителей или больных людей. Мы здесь, в доме моего отца, собрались всей семьей. Даже мой брат приехал из другого города, чтобы провести праздник с нами. Потом все 3 дня мы ездим в гости к нашим родственникам и знакомым, то есть всем важным для нас людям. Для многих таджикистанцев сегодня двойной праздник. Более 6000 жителей республики находятся в паломничестве в Мекке. И там отмечают Иди-Курбон.
Накануне в мечети страны пришли десятки тысяч человек. Народу было так много, что храмы не смогли вместить всех желающих. Людям приходилось молиться на улицах. Большинство в такие праздники приносят свои молитвенные коврики, поэтому на голой земле никому воздавать благодарность Богу не пришлось. Сегодня во всех мечетях республики во время намаза поминали всех погибших в ходе операции по ликвидации вооруженного формирования мятежного генерала Абдухалима Назарзода, которая проходила в Рамитском ущелье. Динара. Спасибо, Анну Шервона. Мы переходим к политическим новостям. В Кыргызстане на предвыборную кампанию потратили уже 600 миллионов сомов. Это около 9 миллионов долларов. Деньги, как выяснилось, уходят не только на агитацию. Пока одни кандидаты в депутаты борются за голоса избирателей, другие депутатские мандаты покупают. О предвыборной кампании в Кыргызстане Джибек Бигалиева. Здание парламента Кыргызстана отмыли впервые после многих лет. От грязи и копоти, оставшихся после 2 революций, строение очищали почти неделю. Внутри сооружения тоже кипит работа. Фойе и коридоры зданий все еще заставлены строительным лесом. Белить и красить здесь будут еще не один день. В обновленный парламент этой осенью заедут 120 новых депутатов, мандаты которых, к слову, обойдутся их обладателям намного дороже, чем участникам прошлых выборов. Выборы – это своего рода казино. Можно сделать ставку и проиграть. И очень крупно проиграть. Адиля Турдукулова часто называют кыргызским Навальным. Только в отличие от российского оппозиционера, он не так популярен. Однако то, что он пишет в сети, часто оказывается правдой. Сейчас общественный деятель задается самым актуальным вопросом. Сколько стоит место в списке кандидатов от партий? Люди называют разные цифры, до $1 миллиона. Но я вот даже помню одномандатные выборы, когда проходили в 2005 году. Иногда суммы доходили для выигрыша до этой суммы, до $1 миллиона. Поэтому не нужно тут падать со стула в обморок, нужно это воспринимать как явление. О том, что места в списках покупаются и продаются, открыто говорят и депутаты нынешнего созыва. Мне некоторые партии предложили, чтобы войти минимум $50 тысяч. Это оказаться во второй десятке. А потом некоторые предлагали в первой десятке, но от $180 тысяч. Как же потом народные избранники возвращают потраченное, догадаться несложно. С тех пор, как Кыргызстан стал парламентской республикой, Кабинет министров начала формировать коалиция парламентского большинства. Обычно те люди, которые заплатили какие-то хорошие деньги в партийную кассу во время предвыборных кампаний, они просят какие-то министерства, они просят какие-то хотя бы посольства, и просят государственные компании, где можно легко выбить деньги. Есть, конечно, и кандидаты, которые попадают в списки партий бесплатно. Это люди, действительно пользующиеся популярностью и доверием электората. Ведь борьбу за голоса избирателей еще никто не отменял. А по прогнозам экспертов, уверенности в победе на этих выборах пока не может быть ни у одной из партий. Джибек Бигалиева, Азат Интымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Далее в программе. Как азербайджанский военный Уральский совхоз возродил. Единственный трезвый мужчина на 200 километров вокруг. Хватит, не надо. Не надо, колесо потом трезвее будет и придете. Все, ребята. Врачи России прогнозируют тысячи смертей. Правительство страны вводит новые антисанкции. Запрет на импорт западного медоборудования. Вся медицинская промышленность должна быть основана не на ура-патриотизме, и не на квасном патриотизме. Король страусов. Особенности национального страусоводства в Кыргызстане. У них сильные ноги, могут пнуть и сломать что-нибудь. Недавно освобожденный политзаключенный, экс-кандидат на выборах 2010 года Николай Статкевич провел акцию протеста на центральной площади Минска. К нему присоединились лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько и еще один экс-кандидат в президенты Владимир Никляев. К удивлению многих, власти митинг не разогнали. Подобные акции, проводимые раньше, жестоко подавлялись силами правопорядка. Но в этот раз суд ограничился штрафом Статкевича на сумму, превышающую $400. Митинг прошел в преддверии президентских выборов в Беларуси, намеченных на 11 октября. Оппозиция намерена продолжать акции протеста. Запрет на ввоз в Россию иностранного медицинского оборудования может привести к губительным последствиям, считают российские специалисты. Минпромторг уже разработал проект соответствующего постановления. Вне закона могут оказаться аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, техника для гемодиализа, стоматологическое и другое оборудование. Российские некоммерческие организации обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой изучить отечественный рынок, прежде чем запрещать ввоз медицинской техники из-за рубежа.
Вадим Кондаков с подробностями. Он только что вышел из операционной. Полчаса назад академик Ренат Акчурин спас вот этого пациента, сделав ему сложнейшую операцию на сердце. А еще часа два назад спас вот этого. И ранним утром еще одного. Ну а теперь следить за ними – дело техники. Больные, оперированные на сердце, они всегда дренируются, да, где он там собирается дренаж. Но мы не просто кровь собираем, которая выливается, скажем, из пациента, а мы ее собираем в специальный прибор, который откручивает, отмывает эритроциты и возвращает ему, он ничего не теряет. У каждой койки настоящая лаборатория. Этот прибор следит за сердечным ритмом, а этот помогает пациенту дышать. Вот только среди высоких технологий почему-то нет ничего российского. Ну разве что бутылка с физраствором. Мы производим, наша капельница. Не наша? Да наша, ну что ты говоришь? Ну это же наше все, вот это. Баночка, да. Ну слава богу. И это не потому, что они не патриоты или не любят отечественного производителя. Просто оборудование, с помощью которого эти врачи вот прямо сейчас, в эту минуту, спасают человеческие жизни, в России почему-то не делают. Вообще. Предположим, этого не будет. Это выйдет из строя, вам нечем будет изменить. Это просто будет сложнее работать, либо работать будет вообще невозможно. Результат лечения больных резко ухудшится. Ну, казалось бы, зачем подвергать риску жизни людей? Но в российском Минпромторге, видимо, считают, что сейчас самое время отказаться от импорта и показать, что мы и сами можем делать. Что там в перечне проекта постановления правительства? Ультразвуковые сканеры, инкубаторы для новорожденных и протезы. Не говоря уж о какой-то марле. Разволокняются, рвутся. То есть вместо одного бинта, там аналога какого-нибудь зарубежного, приходится использовать 4. Один импортный бинт или 4 русских. Пациентам, что попадают в российский кардиоцентр, до этого, конечно, дела нет. Врач должен лечить, невзирая на политику и временные трудности. Если, допустим, свободная Европа поставки отменит, мы будем работать с тем, что есть, наверное. Да? Как ничего нет? Ну, ничего нет, но будем стараться выходить из положения. Врачей вообще редко спрашивают о чем-то, кроме здоровья, говорит первый министр здравоохранения Российской Федерации академик Воробьев. Поэтому и возникают документы, подобные проекту Минпромторга. Сидя в министерстве, невозможно иметь представление о том, что творится в жизни. Ну так собирайте врачей, говорите, советуйтесь с ними. Никогда. Вот и на этот раз ни с академиком Воробьевым, ни с академиком Акчуриным импортозамещающее постановление никто не обсуждал. Наверное, потому что тогда чиновники услышали бы не совсем то, что хотели бы услышать. Вся медицинская промышленность должна быть основана не на ура-патриотизме, и не на квасном патриотизме, а на жесткой космической приемке, требованиях, как это делают американцы. Акчурин уверен, что министерский проект так и останется проектом, хотя считает, что лет через 5-6 российские предприятия вполне смогут освоить производство сложной техники. Просто если закрыть границы прямо сейчас, цена патриотизма будет слишком высокой. 1,2-3 миллиона замолчавших человеческих сердец. Вадим Кондаков, Станислав Феофанов. Настоящее время. На Урале бывший азербайджанский военный возродил из руин совхоз «Рассвет». Приехав в Россию несколько лет назад, он занялся фермерством и стал единственной надеждой для местных жителей, рассказывает Екатерина Пономарева. Это поселок Рассвет, почти в 200 километров южнее Екатеринбурга. Издали кажется, умер. Как-то так проектировали в советское время, что совхоз «Рассвет» построили в тупике. Дальше дороги нет. В 90-е совхоз забросили, как и всю сельхозотрасль. Пока поднимать уральский «Рассвет» не взялся бывший военный из солнечного Азербайджана Сахит Мехдеев. А Госпел хромал, где он, не знаешь? Гуляет. Он уже храм ходит. Сахит в своем хозяйстве знает каждую скотину. Рассказывают, у него несколько десятков голов птицы, 200 овец и 50 коров. Теперь ферма продает молоко и мясо, картофель и кукурузу. Азербайджанец приехал на заработки на Урал в 90-е. Держал магазин в городе, овощи и закупал в вымирающем совхозе. Присмотрелся и решил вложить в «Рассвет» последние силы и деньги. Я когда приехал в деревню, уже люди отсюда уезжали. Ферма, только от фермы остался, разобрали ферму, в общем, все. Я хотел купить это все, что, мне это сказали,
Мне добро не дали. Сахид же, наоборот, отстроил птичники и хлева и восстановил несколько разрушенных домов для работников, чтобы не уезжали из деревни. В округе, что не село, пустое место. А он доказал, фермерство в России может быть прибыльным. Создал 15 рабочих мест, платит исправно, и все бы ничего. Но работники в рассвете беспросветно пьют и по привычке воруют. Уже диск согнули, елки. Микола, давай, хватит. Хватит, не надо. Не надо, колесо потом трезвый будет и придете. Все, ребята. Я 22 тысячи отдал. Зачем это резину резать-то? Чуть-чуть осталось. Из непьющих помощников у него сейчас 2 собаки, что пасут стадо овец, и маленький сын Синбад, который полдня проводит в школе. В остальном положиться не на кого. Даже государство вроде помогло, а вроде и обмануло. Субсидии вот, никак у меня не времени. Я вроде документы собрал, отдал. В банк иду, говорят, сельхозуправление, туда надо идти. Они говорят, там документы. В общем, я говорю, ладно, плачу полной программе. Вот. Никаких субсидий нет. Кредит закончится скоро? Через год закончится. 300 тысяч кредит взял. Он звал к себе переселенцев из Украины. Не поехали. Сказали, в деревне клуба нет, скучно. Рад Сахид принять работников из восточных стран. Даже сирийцев, говорит, лишь бы не пили. Но тогда не оберешься проблем с миграционной службой. И его семью это не обошло стороной. Мужа его дочери Наргиз, тоже азербайджанца, депортировали из страны на 3 года. Без оснований. У Наргиз русское гражданство и это разлучение семьи. Но почему-то суду закон не писан. Они должны были пустить, потому что он семейный человек. А так не пускают почему-то. Отказ пришел с Южно-Сахалинска, что его не убирать депортацию. Пока суд доделан, Наргиз родила в рассвете сына. Маленький Аслан еще ни разу не видел отца. Так что хлопот у Сахида прибавилось. Но возвращаться в Азербайджан бывший военный не собирается. Говорит, у него нет второй жизни, чтобы каждый день вручную поднимать рассвет где-то в другом месте. Екатерина Пономарева для настоящего времени. 124 миллиона детей во всем мире сегодня остаются без образования. Согласно Конвенции ООН по правам детей, каждый ребенок должен иметь доступ к качественному образованию. Разрушенные школы, лагеря беженцев, переполненные детьми, стали привычной картиной за последние несколько лет. По данным Детского фонда ООН, 9 тысяч школ в Сирии, Ираке, Йемене и Ливии непригодны для того, чтобы в них учились дети. Рушатся надежды целого поколения. Недоступность образования стала одной из основных причин массового бегства мигрантов с Ближнего Востока в Европу, так как соседние страны Иордания, Ливан и Турция не могут предоставить детям-беженцам полноценное обучение. Об этом вашингтонские эксперты говорили на саммите, посвященном вопросам образования в странах, переживающих или переживших конфликты и кризисы. Соседние страны принимают детей из Сирии и Ирака и пытаются помочь им, но этого недостаточно. Поэтому мы видим большой отток беженцев в Европу. Нищета, разрушенная инфраструктура и целое поколение детей, видевших только войну. Таковы последствия подобных затяжных конфликтов. Именно с этим столкнулся Таджикистан после 5 лет гражданской войны, которая оставила 55 тысяч детей сиротами. Как рассказывают участники Вашингтонского саммита из Таджикистана, сегодняшняя молодежь до сих пор страдает от отсутствия качественного образования. К сожалению, после войны авторитет образованного человека, он упал. И, конечно же, дети в какой-то мере не стремились получать образование. С другой стороны, на них давили социально-экономические факторы. Многие отцы потеряны были во время гражданской войны, погибли. Многие после гражданской войны покинули Таджикистан и находятся в трудовой миграции. В этой ситуации старшие дети начинают помогать родителям, носить воду соседям за деньги, может быть, где-то на полях чужого человека работать. С особой остротой эти проблемы ощущаются в селах Таджикистана. Туда и отправились специалисты Агентства США по международному развитию. Побывав в селах Таджикистана, они указывают на то, что нищета, отдаленность школ от населенных пунктов, неподготовленность преподавателей – не единственные причины того кризиса образования. Другой фактор – родители и религиозные лидеры в сельской местности, не отпускающие детей в школу. Объясняют это тем, что дома от них больше пользы, а девочкам лучше смотреть за младшими сестрами и братьями. Мы начали работу действительно не только со школами мы работали, но мы работали и с родителями.
и с общественностью. Намного лучше было влияние, конечно, религиозных лидеров в том, чтобы девочки продолжали учиться. А у школьников благодаря этой программе появились наставники, учебники, временно развивающие игры и в результате интерес к учебе. Хотя это лишь первые шаги на пути к восстановлению образования в стране. На вопрос, почему подобная программа не разработана для детей Ближнего Востока, эксперты отвечают единогласно – опасно. А местное население тем временем ищет спасения и образования в других странах. И 24 миллиона детей в возрасте от 6 до 11 лет по-прежнему не ходят в школу. Ануша Витисян, Анатолий Кашенко. Настоящее время. Вашингтон. Кыргызский страус послушен, всеяден и плодовит. В селе Байтик в пригороде Бишкека успешно развивается новая перспективная отрасль страусоводства. Там побывал наш корреспондент Адилет Бектурсунов. Вот здесь молодняк есть, полтора месяца. В родном селе Байтик его называют родоначальником экзотической фермы, а он своих страусов птицами своей удачи. Его гордость и увлечение стало делом всей жизни. Теперь он царь страусов. У Кульбусуна Шамудинова есть все, что надо. Машина, семья, должность чиновника, роскошный дом в элитном районе. Но его тянет к пернатым. Это самые первые страусы. Это. Да, они живут 70 лет. Ферму в полгектара король страусов сам проектировал и строил. Поначалу птенцов было 6, теперь целое пернатое стадо. Экзотические птицы быстро привыкли к горному климату и дали потомство. Как аристократ птица. Мало кушает. Чем куры, например, на массу килограмм, 3 раза меньше кушает. Азы страусоводства Кульбусун осваивал на ходу, взахлеб читая научную литературу. К экзотике пришлось привыкать, поэтому тут знает, страусы – агрессивные птицы, чужих людей не подпускают. Поначалу боялся к ним подходить. У них сильные ноги, могут пнуть и сломать что-нибудь. Дастан живет на ферме и приглядывает за пернатыми. За год он узнал о них, пожалуй, все, что из фруктов и овощей предпочитают взамен саванским растениям. Даем сено, кукурузу. В общем, едят все. Страусы к местной еде прекрасно адаптировались. Гуляют вальяжно и будто вовсе не из африканских пустынь. У некоторых птиц есть даже свои имена. А в основном это первые переселенцы. Сторожил-красавчик здесь вроде местного вождя. Разведение страусов – выгодное дело. Только одна переработанная шкура может окупить затраты на покупку птенца. Перья и кожу разбирают модельеры, яичную скорлупу – художники. Мясо тоже не из дешевых. Диетический деликатесный продукт. Одним яйцом можно накормить 10 человек. Вот это не инкубационные яйца, а это не инкубационные яйца. Вот здесь где-то 2 килограмма. Но омлет из страусиного яйца – редкий завтрак даже для короля. Слишком дорогое удовольствие. Столовая, то есть пригодная к еде, стоит по меньшей мере $50. Где-то 20-30 яиц дают, сезон дают. Сменив прописку, птицы пустыни здесь окрестились валютными птицами. Взрослый страус стоит как хорошая лошадь. Ну, она все, употребление уходит. Все, мясо, кожа, перья. В мечтах фермера увеличить поголовье своих чудо-птиц. Потом уже можно забивать их на мясо. Таков был расчет. А пока диковинные пернатые зарабатывают тем, что развлекают публику. Адилет Бектурсунов, Азат Мдымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.